Доверие является наиболее ценным во взаимоотношениях педагога с воспитанниками. Без доверия невозможен полноценный контакт, убеждена заведующая воспитательным отделом Алданского политехникума, преподаватель высшей категории Валентина Сорокина. В кузнице кадров Валентина Афанасьевна работает уже 15 лет, а всего профессии она отдала почти 40 лет. Надо понять студентов тоже, да? Доброта, конечно, учить их хорошему. Преподаватель должен быть в одно время и строгим, и справедливым. Поэтому студентов мы тоже иногда задаем вопросы, каким должен быть преподаватель. Они говорят, что строгим, но справедливым. Вот это тоже очень хорошая черта. И выслушать надо студентов. Иногда бывает, что у нас времени у преподавателей нет, и мы не успеваем выслушать. Оказывается, у них свои мнения, свои взгляды и свои требования, конечно. Валентина Афанасьевна родилась в селе Нюрбачан Нюрбинского района. У мамы, кроме Вали, подрастали еще 3 дочери. Основой мироустройства большой семьи был труд. Меня воспитывала в основном одна мама, потому что папа умер очень рано. В семье было 4 детей, я 3-я по счету. В семье наша жили все в одном доме. Это бабушка, дедушка и 3 сестры. Мамины 2 сестры вместе. И получалось, что наша семья, и у сестры 1 дочка была, у другой сестры 3 сыновей. Поэтому было вообще в семье 8 детей. Основную работу делала моя мама, потому что она работала водителем. Одна женщина в Нюрбинском районе, поэтому у нее была кличка Водовозка. Если говорят Водовозка, Аграфена, все знают, что это Аграфена Анисимовна. Жила я и с бабушкой, и с дедушкой, и с ранних лет воспитывалась и к труду, и к работе, потому что мы сено косили, у нас был скот большой, курицы, хозяйство свое, да, вот это все было. В школу маленькая Валя пошла в 6 лет. Уроки и книжки она никогда не воспринимала как нудную обязанность. Напротив, получение новых знаний захватывало и увлекало. А память о людях, открывших двери в восхитительный мир педагогики, Валентина Афанасьевна сохранила на долгие годы. Моя самая первая учительница была Яковлева Ирина Ивановна. Молодая, энергичная, она приезжая была. Такая хорошая, что мы все ее полюбили, и все захотели стать почему-то учителем. И поэтому с 1 класса я начала учить детей, соседних детей. Всех детей собираем в выходные дни, и я их учила. И рядышком жила тоже Данилова Светлана Егоровна. Она тоже поступила учителем, да. И она тоже, мне очень понравилось, что она поступила в ВФУ и будет работать учительницей. Мне так понравилось, что она такая энергичная тоже, учительский характер, вот поэтому мы у нее тоже собирались. И она тоже нам показывала, учила, и мне так захотелось быть преподавателем. Таким образом, свой профессиональный путь Валентина Афанасьевна выбрала в раннем детстве. И после 8 класса вопрос о выборе специальности перед девушкой не стоял. Сначала поступила в Вилюйское педучилище, было 16 лет мне, да. Я так хотела быть учительницей. Потом, после окончания училища, Вилюйское педучилище, нам дали возможность. Куда вы поступаете? Раньше было по направлению, или поехать работать, или поехать учиться. Мы с подружкой Потаповой Натальей Михайловной сидели и по карте с помощью карандаша выбирали, куда бы нам поступить. И как раз этот карандаш выпал на город, название город Белгород. Нас так заинтересовало, думаю, ой, какой белый город. И мы сразу начали читать о Белгороде очень много. Так юная Валя вместе с подругой отправились за 1000 километров от дома, на другой конец страны. Учиться им понравилось, быстро студентки освоились и в общежитии. А вот к тому, сколь разительно отличается природа и климат от суровых условий севера, девчонки привыкали долго. Конечно, мы были очень удивлены, потому что здесь я знала только Нюрбачан свой,
ну, Нюрбу, тогда был еще поселок, и город Вилюйск немножко знала. А остальные города я еще не побывала. А сразу как полетели в Белгород, да, там было тепло. Мы-то думали, что будет зима. Сначала осень, потом зима. А осень наступила, а зимы нет и нет. Один раз, например, выпал снег, и все. Мы так были удивлены. И все время родителям звонили, говорят, у вас тоже тепло? Они говорят, нет, у нас холодно. В студенческие годы Валентина Афанасьевна серьезно занималась туризмом, а началось увлечение с занятий в кружке. Направление внеурочной деятельности в обязательном порядке выбирал каждый студент. Они спросили, кружки, секции тоже надо ходить. С ребятами вы будете ходить? А мы-то думали, что и ребята – это значит дети. Я говорю, конечно, хорошо, все ребята мы будем ходить. А оказалось, что там девчонка, для девчонок другой кружок был, и для ребят был другой кружок. А мы потом попали таки в кружок, который называется кружок туризма, там, где находились в основном ребята. И до сих пор не жалею это. Сегодня, оглядываясь на много лет назад, Валентина Афанасьевна знает точно, если бы перед ней, выпускницей училища, вновь встал вопрос о том, где продолжить образование, она бы не стала рассматривать карту с карандашом в руках. Наша собеседница сразу отправилась бы в Белгород. И первый же год мы не приехали зимой на зимние каникулы, мы на лыжах поехали в Брянские леса. Лыжный поход у нас был, а потом на лето у нас было уже на байдарках мы ездили по старому осколу, по новому осколу и так далее. А со второго курса уже Кавказ, Центральный Кавказ, потом Украина, Центральная Украина, Западная Украина и так далее. А в конце третьего курса мы уже получили бумажку, что мы являемся инструкторами по туризму. Четвертый курс мы уже начали водить уже там первокурсников, студентов, но с помощью своих наставников тоже. После института молодому педагогу предлагали остаться в Белгороде, но этот вариант выпускница даже не рассматривала. Свое будущее Валентина видела только на малой родине. И девушке удалось получить распределение в Якутию. Правда, направили ее не в Нюрбу, а в Алдан. Ну, я когда приехала в Золотой Алдан, я на самолете прилетела и стою по улице Ленина, говорю, где же у нас Золотой Алдан? Спрашиваю у людей, они говорят, а вы уже приехали. И нас сразу определили. Я жила в общежитии по улице 50 лет, ВКСМ 9. Это общежитие СМУ тогда было. В Алдане Валя, тогда еще Иванова, вскоре встретила Михаила, будущего супруга. Он тоже проживал в общежитии строительно-монтажного управления. В общежитии, когда нас заселили, встретила сразу Михаила Сергеевича. Сорокина Михаила Сергеевича. Он нам показывал, где надо жить, как надо жить, и все. У нас просто как будто прикрепили первое время нам, да, молодым преподавателям. Нас молодых преподавателей было 3. Он сам приехал из Вологды тоже в то же время. И сразу в этот же год мы познакомились, а потом на следующий год мы поженились. У нас сначала родился первый сын. У меня 3 детей. Старший сын – это Сорокин Сергей Михайлович. Семья сейчас живет в Санкт-Петербурге. Работают они оба в таможне. Есть внуки. Там и живут они в Санкт-Петербурге. Второй сын у меня Сорокин Василий Михайлович, работает здесь Амуро-Якутской магистрали, АЯМ предприятие. И у нее тоже семья, ребенок, да, дочка. И младший сын, который закончил Новосибирский государственный университет, маршрутистское дело, и он работает тоже сейчас в Новосибирске, женат. В Алдане Валя стала Валентиной Афанасьевной. Ее первыми учениками были второклассники. Контакт с детьми педагог нашла сразу. Добрые отношения сложились и с их родителями. А старшие коллеги стали мудрыми и терпеливыми наставниками. И попала я в школу первой школы. Чекулаев Алексей Степанович меня определил первую школу. Там сразу 2 класс было. Очень приятно было работать в первой школе. Да. Учителя-наставник, учителя начальных классов все нам помогали, зауч, директор и так далее. Да. Было очень хорошо. А потом перешла я в 3-ю школу. Тогда еще была 3-я школа начальных классов. Очень хорошие тоже дети. И другие преподаватели нам всегда помогали. Нам давали наставничество. И было очень приятно. Потом в гимназии я работала, во 2-й школе работала, а потом я уже перешла в Алданский политехнический техникум. В политехникуме Валентина Афанасьевна заступила в должность завуча. Также преподавала якутский язык и национальную культуру.
В работе со студентами она придерживалась своего главного принципа. Ни один из вопросов, которые воспитанники задают наставнику, не должен оставаться без ответа. А вопросы Валентине Афанасьевне задавались и задаются самые разные, причем не только ребятами, но и их родителями. Конечно, я старалась находить на все вопросы-ответы, но если я не могла найти, я их или направляла. Хорошо, что сейчас есть YouTube, есть, да, интернет есть. Я говорю, вот здесь можете еще познакомиться дальше с этими вопросами. Потому что на все вопросы, конечно, я же не могу ответить. От учеников поступали вопросы тоже по учебе, по воспитанию. Родители посоветовались, как воспитать этого моего обучающегося, если он не хочет учиться, например, уже в 9 классе. Переходной возраст, про эти вопросы тоже решали проблемы. Очень много вопросов, конечно, и про поступление. И вопросы в основном у родителей, у студентов были, как поступать, какие экзамены сдавать еще, по ЕГЭ или не ЕГЭ. Если я не поступлю, что мне делать? Вот такие вопросы тоже были. Со студентами Валентина Афанасьевна совершенно свободно беседует на темы, касающиеся профессии, которую ребята осваивают в кузнице кадров. Придя в политехникум завучем и преподавателем, наша героиня поняла, что ей вновь необходимо стать студенткой. И ее новые коллеги были одновременно и преподавателями. А приобретенные знания и навыки оказались полезными не только в профессии, но и в быту. Я сначала начала работать здесь, и у меня была группа ТОР, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. А потом я хотела работать на горной электромеханике, поэтому я училась в техникуме, заочное отделение, и закончила тоже специальность заочного отделения по техническому обслуживанию оборудования электромеханических машин. Сама проходила стажировку по Селигдар, Рябиново и так далее. Да, ездила очень часто и полюс золота, посмотрела, как работает горные электромеханики, и по опыту ходила на уроки, как раз там преподаватель был, вел горные электромеханики. Мне было очень интересно работать с ними. Я как раз была в курсе, когда я уже взяла группу горная электромеханика, ГЭМ-группа, и я уже была в курсе, как они обучаются, что они проходят, какие предметы. На некоторые предметы мы даже вместе обсуждали, потому что я же училась 4 года, защищала же. Поэтому некоторые вопросы даже было очень приятно со студентами. Они меня удивлялись всегда. Откуда вы знаете? Потом они узнали, что я, оказывается, училась здесь тоже. Недавно закончила. В кузнице кадров Валентина Афанасьевна получила не только профессиональные знания. Как известно, педагог учится всю жизнь. И для нашей героини процесс образования непрерывен. Она продолжает черпать новые сведения из различных сфер и отраслей. Современную жизнь отличает высокий темп, и учитель, ведущий за собой учеников, просто не имеет права на замешательство и пассивность. Иногда педагог думает, что мы отучились, все, уже больше не надо, мы должны только учить. Но на самом деле, когда студенты приходят, особенно первый курс, да, у них очень много вопросов, на которых мы должны отвечать. Поэтому мы часто учимся. Как сказал Владимир Ильич Ленин, учиться, учиться и учиться. Это правда. Вот я говорю, что я отучилась на горно-электромеханикума, а потом я еще переподготовки некоторые проходила тоже, очень много переподготовок. На курсы я очень люблю ходить, потому что оттуда я могу уже многому учиться. Потому что то, что я не знаю, очень много есть. Да? Например, по компьютерной грамотности. Сейчас студенты приходят, все знают по компьютеру. Да? Я тоже говорю, что мне надо тоже обучаться, поэтому я тоже курсы прохожу и по компьютерной грамотности. Дальше сейчас идет уже эффективный регион, тоже надо изучать, экономика надо изучать тоже. Поэтому такие курсы я тоже стараюсь проходить, чтобы быть в курсе все, что делается и в мире, и со студентами вместе разговаривать на эти темы. Сегодня Валентина Афанасьевна является куратором группы будущих сварщиков. Сейчас ребята проходят практику, а уже летом получат дипломы. С завершением занятий рабочий день Валентины Афанасьевны не заканчивается. Помимо преподавания и кураторской работы, у заведующей воспитательным отделом множество иных целей и задач. Немало внимания уделяется студентам, проживающим в общежитии.
и особенно первокурсникам. Вчерашние школьники, впервые покинувшие родное гнездо, часто бывают растеряны, подавлены и даже напуганы. Эти приезжие студенты с 16 лет, они нуждаются в нашей помощи, которые не прошли еще адаптации. Поэтому мы их учим с самого первого курса, как надо застилать постель, как надо готовить, как надо привести порядок, как надо даже будем, как надо вставать и так далее, как надо делать уроки, самоподготовки и так далее. Поэтому каждый день наши преподаватели дежурят еще в общежитии. Преподаватели-предметники, и они с 6 до 8 ведут у них или дополнительные занятия, или индивидуальные беседы, или смотрят фильмы различные, обсуждают их. Мотивирование ребят на учебу, поддержание дисциплины, формирование позитивной атмосферы среди обучающихся, организация досуга. Специалисты отдела совместно с преподавателями выполняют массу дел. Сильное направление составляет волонтерская деятельность. Активно студенты политехникума участвуют в культурных и спортивных мероприятиях. Конечно, все мероприятия нашего не только техникумского, нашего Алданского района и нашей республики мы принимаем везде активное участие, потому что наши студенты, наша задача воспитать, поставить на крыло нашу молодежь. И вот как только мероприятие начинаем, мы, например, в сентябре приходим, День государственности Республики Саха-Якутия, который проводится, районное мероприятие в районном дворце культуры. Конечно, мы обязательно принимаем участие. Кросс нации – это обязательно, все студенты, и все преподаватели, все вместе бегаем, поэтому очень тоже интересно. А потом декада ланко у нас проводится не только внутри техникума, и это будет районное мероприятие, потому что мы охватываем и школы, и дошкольные учреждения, и другие учебные заведения. Совместно, например, музыкальной школой, совместно Алданским медколледжем мы принимаем тоже участие. Традиционными остаются встречи студентов со старейшими преподавателями политехникума, ветеранами педагогического труда, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Ребята постоянно посещают их, поздравляют с праздниками и помогают по хозяйству тем, кто в этом нуждается. Такие встречи пронизаны радостной и теплой атмосферой, а беседы всегда получаются интересными и увлекательными. Сейчас очень часто нужна помощь, потому что снег, у нас снежный город, в Алдане очень много снега, да, и когда снега очень много падает, да, мы стараемся через студентов тоже сходить и помочь им снег чистить, да, часто мы чистим снег и по уборке урожая. Они тоже говорят, мы уже не можем, но они хотят посадить, конечно, немножко картошки, немножко огорода, поэтому мы ездим, копаем там землю, а когда уже сбор урожая, мы уже собираем и вместе с ними работаем. Многонациональный Алданский район стал общим домом для представителей десятков народов. В работе с молодежью акцент ставится на формирование культуры межнациональных отношений и сохранение благополучия этнопсихологической ситуации. Валентина Афанасьевна ведет кружок «В семье единой», в котором юные слушатели изучают историю и культуру разных наций. Этот кружок является колыбелью известного в районе студенческого ансамбля хомусистов. Алдан – один из многонациональных городов Республики Саха-Якутия, да? Один из южных городов, где проживает свыше 80 разных национальностей. И к нам в Алданский техникум, конечно, поступает не только одной национальности, дети разных национальностей. И у нас возникла идея организовать кружок. Ну, сначала была идея создать кружок просто хомусистов. И когда мы создали кружок хомусистов, мы активно принимали участие здесь в районе, все знали, и в республике про нас знали, да? И туда тоже пришли студенты из других регионов, из других национальностей. И говорили, давайте мы создадим кружок «В семье единой», где мы будем не только играть на национальных играх, но мы будем и петь вместе все, и дефиле показывать, костюмы разных народностей, и презентации, и будем участвовать на разных классных часах, на разных личных мероприятиях. И вот это очень хорошо сделали, потому что нас приглашают ежегодно, да? Ежегодно приглашает и первая школа приглашает, и школа с углубленным изучением разных предметов приглашает. Защиту культурной самобытности отдельно взятого народа обеспечивает сохранение родного языка.
На первом курсе студенты политехникума знакомятся с основами якутского языка в рамках учебной программы. Между тем, многим юношам и девушкам становится интересно глубже познать устные и письменные лингвистические традиции народа Саха. Все слова, которые встречаются в нашем Алданском районе, вы всегда говорите. Например, говорите слово «алтан». «Алтан» – это металл. Коту. Коту – это север. У нас даже был магазин «Север Коту». Эрген. Вы заходите и говорите, вот здесь находится Эргеневское общежитие. Эрген – это торговля, обмен. Ортосала. Мимо проходите и говорите ортосала. Это среднее течение. Да, вот такие слова. Кёмя. Заходите в кёмя. Что такое, вы знаете? Они говорят, нет, кёмя – это помощь. Улу. Когда проезжаете, улу – это великий. И так далее. Томот, куранах и так далее. Очень много слов у нас. Чагда, хатыс, которые встречаются в нашем Алданском районе, и они тогда понимают, точно, это же якутские слова. Оказывается, мы знаем, что якутские слова. И говорят, кэмя надо, значит, помощь нужна. Почему стол сухой? Это куранах стол. Это значит, почему это стол не накрыт и так далее. Угу. Ну, слова какие такие, как даровал, рангминатом, они, конечно, все знают. Эти издания и пособия предназначены для кабинета якутского языка и литературы, который в ближайшем будущем будет оснащен в политехникуме. Соответствующий комплект кузница кадров получила в рамках программы по сохранению и развитию государственных и официальных языков. Перечень включенных в комплект изданий был утвержден Министерством образования Республики Саха-Якутия. На Востокском совещании я сказала, что у нас одна из проблем, и на съезде мы говорили, что у нас не хватает, нет кабинета якутского языка и литературы. Вот поэтому на Востокском совещании после выступления нашим техникуму и некоторым учебным заведениям города Якутска выделили учебную литературу для кабинета якутского языка и литературы, где имеются не только учебники, но и имеются и таблицы различные, и различные игры, как домино на якутском языке, и различные литература, другая литература, писатели, портреты писателей. И как только у меня будет кабинет якутского языка и литературы. Являясь активным членом районной ассамблеи коренных народов Якутии, Валентина Афанасьевна ведет разноплановую работу по сохранению культурно-исторического наследия по разным направлениям. Так, на ежегодном празднике Исэх, благодаря якутской общине Саха-Аймах, жители района могут прикоснуться к традициям, стать участниками национальных обрядов и погрузиться в духовно-нравственные богатства народа Саха. В общественность Саха-Аймах входят не только жители Алдана, но многие жители и поселка Нижний Куранах. Проведение Исэхов. Сначала мы Исэх проводили только общественность якутская для себя, для своей семьи, для своих детей, чтобы они знали, что в Якутии есть Исэх. Да? Якутский национальный праздник. А потом попросили нас для улуса проводить, поэтому мы проводили улусные мероприятия в поселке Нижний Куранах, помогали мы провести Исэх в поселке Хатыстыр, ну а потом уже, когда Исэх Лонха, конечно, мы активное участие принимали. Но мы также обряды различные. К нам в Центр подготовки лыжников очень часто приезжают из других регионов лыжники, да? И из других даже республик и так далее. И мы им показываем обряд благословления показываем, свои костюмы показываем. Валентина Афанасьевна уже бабушка 3 внуков. Несомненно, ребятам есть чему у нее поучиться. Сидеть без дела наша героиня просто не умеет. Активный ритм остается ее образом жизни. В свободное время Валентина Афанасьевна занимается скандинавской ходьбой. Являясь серебряным волонтером, она участвует в республиканских, российских и международных мероприятиях. Также ездила я в Москву, тоже волонтером работала, раз уже начала волонтерствовать. В этом году я же ездила и в Новосибирск, и в Санкт-Петербург детям, а потом в Москве я была. И там тоже была волонтером. Волонтер как сопровождающийся, обучающихся из других регионов тоже на мероприятия. Там был хороший фестиваль, и там я тоже сопровождала их. Студенты знают Валентину Афанасьевну не только как своего преподавателя, но также в качестве артистки. Наша героиня является участницей народного хора «Ветераны Алдана».
Мне это все дает занятость, потому что я не люблю сидеть в одном месте, я люблю тоже ездить, выступать, очень приятно. Да, мы выступаем и в Нижнем Куранаке, выступаем и в поселке Ленинский, выступаем перед школьниками. У нас специально проводится перед 9 мая большое мероприятие «Вахта памяти», где мы проводим большие патриотические работы перед школьниками, перед предприятиями и так далее. Профессиональные достижения Валентины Афанасьевны неоднократно отмечались на разных уровнях. Она является отличником и почетным ветераном системы образования Якутии. Была награждена почетной грамотой Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики и нагрудным знаком за вклад в развитие профессионального образования. Также в активе нашей собеседницы множество побед во всевозможных конкурсах и фестивалях. Но особенно значимыми для преподавателя являются успехи и свершения его воспитанников.